Ну, понял. До 17-го, да? Нет, у нас начались проблемы где-то сразу, где-то в начале 16-го уже начали. Вот здесь у нас стояла стена, да? Вот здесь стенка, вон на котором он рухнул. Здесь у нас стояла зеркальный шкаф. Стенка, все нормально. Потом, когда мы пришли домой, вот вода, это еще немножко, была полностью вода, да? Заходила сюда, вот сюда насос ставили, видите, там пустота. То есть фундамента нет. Мы так... Да, были полы с подогревом, поэтому более-менее у нас тепло было. А так очень холодно без подогрева. Очень холодно было. Застройщик говорит, что строили таджики, да. Я говорю, Андрей, ну прости, ну ты же контролировал это дело, да? Да. Он сначала на Киру спирал, вот, которая здесь жила. Он говорит, да она залила меня, поэтому... Здравствуйте, уважаемая Сардана Владимировна, мы обращаемся к вам, наверное, как женщины, как к матери, как к женщине, как... Ну, наверное, скорее всего, как к женщине, а не как к главе. Вы были у нас в доме, вы видели нашу ситуацию. То есть вы обещали нам помочь проконтролировать прокуратуру, помочь с прокуратурой хотя бы в этом. Но вчера пришла с прокуратуры отписка, что они не занимаются жилыми домами. И у нас надежда, в принципе, только на вас. Потому что мы не зря, наверное, вас выбирали. И помощи ждем только от вас. Так как застройщик с нами, нет желания у застройщика общаться с нами. Значит, прокуратура нас просто отписала. Округ сказал, делайте все на свои деньги. То есть подавайте в суд, подавайте в прокуратуру, нанимайте независимую экспертизу. На данный момент дом нежилой полностью, потому что лопнули все радиаторы во всех квартирах. Все снимают квартиры. Как у Маши фамилия? Верховцева. Верховцева семья, у них ребенок инвалид 2 лет, они вообще в деревне живут, и ездить к врачу они не могут. Павлова с 5-й квартиры, она живет у сына, они брали ипотеку. Сардана с 7-й квартиры, 6-й квартиры тоже ипотеку брала. То есть мы не знаем, к кому обращаться. Мы очень надеемся на вашу помощь. Но если нет, будем писать федералам. Мы все знаем вас как человека ответственного, доброго. То есть вы чудо-мэр по всей России. Вас уже хотят избрать президентом России. Поэтому сделайте нам чудо, да. Мы очень... То есть прокуратура, хотя бы с прокуратурой, хотя бы возбудить уголовное дело против застройщика. Окружная администрация нас пинает. Но они обещали нам помочь присутствовать на судах. Это все. Вы нас тоже поймите, мы не настолько богаты, чтобы за независимую экспертизу отдать 30 тысяч, за адвоката в пределах 100 тысяч. То есть я на пенсии. Я мать-одиночка. Ирина мать-одиночка. Павлова на пенсии. Маша, Верховцева, детей, один инвалид. Тоже они живут. Мы очень надеемся только на вашу... Ну, сделайте нам чудо. Чтобы мы, ну, наверное, мы поверили в чудо, что есть чудеса на этом свете. И что нас кто-то услышит, кроме нас самих. Вы, наверное, все убедились, да, то, что ситуация на Билибина 35/6 достаточно печальная. Если я зашел в эту квартиру, соответственно, да, там абсолютный минус. Камера у меня одна села, соответственно, да, ну, дом полностью разрушен, трещины, соответственно, да, и просто нахождение, даже кратковременное в данной квартире, в данном доме, получается, составляет большую опасность для жильцов данного дома, да. И мне непонятно, почему окружная администрация города Якутска не принимает участие в разрешении данной проблемы. Жильцы, получается, обратились в прокуратуру города Якутска, обратились, получается, в окружную администрацию, УГСЖН, да, и
везде им сказали просто, это ваши проблемы, и мы тут ни при чем. Вчера они были в управе Сосарского округа, ответ был аналогичный, да. Я просто к примеру, например, приведу такой пример, да, в прошлом году, да, это я обращаюсь к Светлане Владимировне Аксентьевой. В прошлом году, да, когда аналогичная ситуация образовалась на Олега Горшевого в Мархе, да, Александр Сергеевич приехал, и этот вопрос был разрешен достаточно быстро. То есть жильцы того дома, который находился в очень плачевном состоянии,